Нужно защитить наших школьников и студентов от враждебной нам пропаганды и с этой целью доводить до молодежи объективную информацию о действиях нашего государства и президента, рассказывать им о причинах, которые подвели Путина к решению о проведении спецоперации в Донбассе и Украине. Мы не можем допустить, чтобы из-за неверного понимания ситуации наша молодежь оказалась вовлеченной в несанкционированные протесты и экстремистские акции, заявил глава региона в начале совещания. В целом у нас понимание есть, мы и доводим это и для жителей наших. Сегодня наши ребята, имеется в виду весь воинской части, Росгвардии, находятся на передовой, мужественно выполняют свой долг. Это тоже надо учитывать. Мы внимательно за ситуацией следим, мы поддерживаем их. Каждой семье мы уделяем особенное внимание. Все, мы там смотрим, внимательно относимся к этому. Министр образования, я четко сказал, у всех семей погибших, переписать, сколько у нее детей, у каждой семьи погибших, учебники, в последующем взять их на какую-то помощь. Минтруд возьмет пособия, которые должны выплачивать те или иные, чтобы они были вовремя. То есть все министерства, которые должны, сделаем и последующим, чтобы мы смотрели главам тоже. Я попросил, чтобы они знали, кто у них на территории живет. Вам эти данные известны, все вы знаете где. Если нужно будет не мешать, сами не решить, обязательно это доведите до руководителя администрации, и мы будем в это дело вмешиваться, вам помогать. Но на контроль, все без внимания не оставьте. Самое главное, без внимания их не оставьте. Начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органов местного самоуправления МВД по республике Магомед Мамаев сообщил участникам заседания, что у правоохранительных органов имеется подробная информация о действиях, которые предпринимаются противниками России для дестабилизации обстановки внутри страны. По имеющей информации, с начала проведения специальной военной операции на территории нашей страны проведено уже более 1500 несогласованных с органами исполнительной власти и местного самоуправления публичных мероприятий. С участием более 30 тысяч человек под общим лозунгом «Нет войне». Наиболее массовые из них зафиксированы в городах Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областях. Организаторы несанкционированных акций для придания массовости протеста прогнозируемо вовлекают в них проведение максимально широкий спектр слоев общества. В первую очередь молодежь и несовершеннолетние. Министерством совместно с взаимодействующими силовыми структурами на постоянной основе реализуются комплексные профилактические мероприятия, направленные на защиту подрастающего поколения республики от криминальных проявлений и предотвращение его вовлечения в противоправную деятельность деструктивного характера. В свою очередь, министр образования Эсет Бокова и ректор ИНГУ Фатима Албакова доложили о работе образовательных учреждений по патриотическому воспитанию и недопущению участия молодежи в несанкционированных акциях. В школах, СУЗах, колледжах и вузах проводятся тематические лекции и уроки. По словам министра образования, ежедневный охват студентов указанными мероприятиями составляет в среднем 600 человек. Организована работа по проведению классных часов, лекций и родительских собраний по следующим темам. Урок добровольчества, урок «Крымская война», урок «Богатство славянских народов», эфир «Взрослый разговор о мире», родительские собрания по теме недопущения вовлечения детей подопечных в деструктивные мероприятия, также уроки «Гибридные войны», лекция «Фейковые новости», урок «Герои нашего времени». Ежедневно охват студентов указанными мероприятиями составляет в среднем 600 студентов, что есть 22 учебные группы. Классные часы «Историческая правда» проведены во всех средних профессиональных образовательных учреждениях вне зависимости от ведомственного подчинения.
Студенты всех организаций также прослушали всероссийскую онлайн-лекцию по вопросам гражданской позиции, нравственных основ, политических взглядов, культурных элит в современных условиях. Руководством университета проводится совещание с педагогическим коллективом по актуальным вопросам патриотического воспитания студентов. Читаются лекции по политическому просвещению и разъяснению текущей социальной специальной военной операции и важности недопущения внутренних эпизодов дестабилизации общественного порядка в республике. В университете работает Центр психологической помощи. На факультетах проводятся круглые столы по формированию у студентов устойчивых сознательных установок к противостоянию давлению чужих или чуждых, скажем, деструктивных мировоззренческих и поведенческих моделей, в том числе в информационном сетевом пространстве. Подводя итоги совещания, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что к работе по воспитанию патриотизма и ответственности у подрастающего поколения необходимо отнестись со всей серьезностью. Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Рахман Цуров, Новости 24.